Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем драку у одного из домов на улице Короленко. Что не поделили конфликтующие. Расскажем, как в Челнах у заброшенного здания обстреляли подростков из пневматики и почему в Казани вспыхнула припаркованная фура. А также не заметил стоящий КАМАЗ. Впереди машина ехала, я за нее шел. Он резко отвернул, а я попал. И в Казани задержан курьер, забиравший деньги у обманутых пенсионерок. Связался с людьми, то, что они сказали, что надо было забрать деньги с адреса и переводить им на карту. Это и не только. Прямо сейчас. Сообщение о драке рядом с одним из домов на улице Короленко в Казани поступило в полицию минувшим вечером. Потасовка была прямо у входа в подъезд. Очевидцами стали жители дома. Они вызвали стражи порядка. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемых участников конфликта и доставили их в отдел полиции, где и выяснили причины потасовки. Установлено, что две девушки и молодой человек искали своего родственника. Подойдя к подъезду дома, обратились с просьбой открыть дверь в подъезд компании молодых людей, которые находились на балконе этого же дома. Между двумя молодыми людьми возникла словесная перепалка, после чего компания молодых людей вышла на улицу, и между ними возник конфликт, который перерос в потасовку. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении троих составлен административный материал по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Двое подростков в Челнах пострадали в результате обстрела из заброшенного здания, мимо которого они проходили. Одному из них пуля попала в голову, второму в руку. По словам пострадавших, выстрелов было как минимум 3. Сам стрелявший, по их словам, был одет во все черное и сидел у окна на 3-м этаже. В полиции о произошедшем знают. Сейчас по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уже установлено, что стреляли в подростков предположительно из пневматического пистолета. 63-летняя женщина, пассажир Mitsubishi Outlander, пострадала в результате столкновения с КАМАЗом на улице Вениамина Григорьева в Казани. 73-летний водитель кроссовера не заметил, что грузовик впереди него остановился и на полном ходу врезался в него сзади. Нормально, она щеку обрезала. 62-летнюю женщину, супругу водителя Mitsubishi, с ушибом лица и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму врачи скорой помощи для тщательного обследования доставили в республиканскую клиническую больницу. Водитель иномарки рассказал, ехал он не быстро, все в пределах установленных лимитов. Сейчас 70, тут разгонишься. Водитель КАМАЗа тем временем остановился на крайней левой полосе. Ему надо было повернуть на Кулгали, и он пропускал автомобили, дожидаясь возможности совершить маневр. Но грузовика водитель иномарки не видел. Его появление перед капотом стало для мужчины большим сюрпризом. Впереди машина ехала, я за нее шел. Он резко отвернул, а я попал. Удар был довольно сильный. У кроссовера довольно серьезно пострадала передняя часть. Водитель рассказывает, что все были пристегнуты ремнями безопасности. В противном случае травмы могли бы быть куда серьезнее. Грузовик повреждений практически не получил. Виновным в аварии, по всей вероятности, будет признан водитель иномарки. Лина Зинатульна, Константин Бушуев, «Вызов-112». Фура вспыхнула минувшим вечером на улице Мавлютова в Казани. Сообщение о возгорании рефрижератора поступило на номер вызова пожарной охраны 101 в 17 часов 36 минут. Через 20 минут огонь был полностью потушен. Как рассказал владелец грузовика, автомобиль стоял припаркованный 2 дня. В чем причина возгорания, он не знает, но думает, что пламя могло вспыхнуть из-за короткого замыкания. Огонь, по его мнению, разгорелся в моторном отсеке и перекинулся на кабину. Она выгорела полностью. Частично пострадал и кузов. Благо, баки с топливом не сдетонировали. Причины пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели. Сотрудники полиции задержали 29-летнего молодого человека, которого заподозрили в серии мошенничеств в отношении пожилых женщин в Казани. В общей сложности они лишились 360 тысяч рублей. Схема обмана была проста и проверена. Им звонил человек, представлялся следователем и уверял, что родственники пенсионерок стали виновниками аварии, в которой пострадали люди. Вопрос с освобождением их от уголовной ответственности можно было решить, если сразу отдать некоторую сумму денег. Отказавшихся не было. Платили все. Свою вину осознаете или? Осознаю, да, вину. Замечательный человек, я буду.
Он был курьером, но с точки зрения закона такой же участник мошенничества. Он искал работу. Нашел быстро. Дело доходное. Много времени не отнимало. Связался с людьми. То, что они сказали, то, что надо будет забрать деньги с адреса и переводить им на карту. Мужчина знал, у кого и за что забирает деньги, и догадывался, кому он их потом перечисляет. Но молчал. Зарплата была хорошая. 5% за то, что я забираю деньги, и 5% я забираю. Ну, то бишь я 5 тысяч каждый раз забирал, мне было 5 тысяч забрать. Рассказывает, его работу всегда контролировали от пути к жертве до перечисления денег на счет работодателя. Ни слова вразрез легенды сказать было нельзя. Кому едет, для кого забирает деньги, инструктировали каждый раз. Я ехал в Казань на адрес, получается, и когда приезжал на адрес, он был со мной на связи всегда. Сейчас я поднимался, забирал деньги, говорил о следователе Гурьева. Меня женщины давали деньги, и я приехал. Эта схема вскрылась, когда в отделы полиции Казани стали поступать заявления об обмане. История, рассказанная пенсионерками, была одна и та же. Им звонил мужчина, представлялся следователем, рассказывал, что их родственники попали в аварию. И, скорее всего, в отношении них будет возбуждено уголовное дело. Но этого можно и избежать, если прямо сейчас отдать деньги курьеру. И они отдавали. В общей сложности пенсионерки лишились 360 тысяч рублей. Описание мужчины, который приходил за наличностью, во всех историях было одним и тем же. Полицейские провели необходимый комплекс мероприятий и установили личность подозреваемого. Молодой человек сознался в содеянном. В настоящее время оперативники проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города. Задержанный ранее судимый житель Лаишевского района Татарстана. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье мошенничества группы лиц по предварительному сговору. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. И чтобы облегчить наказание, мужчина готов вернуть жертвам обмана все, даже то, что перечислял своим работодателям. Иван Сарафанов, вызов 112. Почти 3 килограмма мефедрона обнаружили автоинспекторы у пассажира Hyundai, которая ехала в Казань из Москвы. Водитель о грузе, который вез несколько сотен километров, не знал. Пассажира, жителя Нижегородской области, нашел через сервис поиска попутчиков. Посадил его в машину в Подмосковье. А при въезде в Казань его вместе с товаром высадили сотрудники полиции. Где должен поставить? Где-то. Как понять, где-то определенного места нету? Нету. Место, где он должен был оставить свой груз, ему пока не сообщили. Должен был связаться с работодателем после прибытия в Казань для получения дальнейших инструкций. А откуда куда идти, как говорится? Из Москвы до Казани. До Казани, да? До пункта назначения не доехал. Автомобиль остановили для проверки документов на посту полиции при въезде в Казань. С документами у водителя все было в порядке, но полицейских заинтересовал пассажир, который сильно нервничал. Водитель рассказал, что мужчину не знает. Нашел пассажира в Москве через сервис поиска попутчиков. 34-летнего жителя Нижегородской области решили досмотреть. Сейчас должен пакет. Смотрите, оформлены зеленые изоленты. 3 фрагмента. В ходе личного досмотра вещей в рюкзаке обнаружено 6 свертков с неизвестным веществом внутри. Он знал, что вез запрещенные вещества. Был в курсе, что их будут распространять через закладки в Казани. Сказано, что там альфа-ПВП. Я не знаю, что это. Наркотические вещества? Говорят, да. Целью ГБД, да? Я не знаю, как это. Подозреваемого задержали, доставили в отдел полиции. Его груз передали экспертам. Исследование установило, что в свертках был мефедрон общей массой около 3 килограммов. Задержанный пояснил, что примерно в середине августа в интернет-магазине увидел объявление о трудоустройстве на работу перевозчиком наркотических средств. В этот же день связался с оператором в одном из мессенджеров, где обсудил условия работы. В начале сентября поехал в Московскую область, где по предоставленным координатам забрал оптовую закладку. Осуществиться планом не дали полицейские, вычислившие наркокурьера. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Рамиль Галиуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.